зеленый сигнал светофора. Можно пересадить. Тут что-то капает. Видали, да? Капель. Сегодня какой у нас? 7 что ли? Февраля? Или какое? Короче, в Якутске уже весной так конкретно запахло. Сегодня гуляю по таким задворочкам. Так, можно, кстати, смотрите, дорога, если посмотрите, что у нас ситуация. Так, здесь интересно можно пройти такими ходами вдоль вот этого здания. А, вот тут они как-то ходят. Не, здесь не ходят зачем тогда? По трубам, что ли? По трубам я не рискую. В обход. Придется в обход, значит, идти. Вот это какие здесь большие перекрытия. Трубы вот такие. И на них вон там он этаж дополнительно, где машины заезжают, куда машины заезжают. Синема-центр. Кто-то идет в нем в синема-центре, похоже, да? Какие-то фильмы. Или что это там? Да. Что это там? Кардан, Апус, Рыпак, Сахая. Это что такое? Кино. Какое-то кино будет. Понятно. Вот синема-центр. А тут Занзибар. Лонг-зона, ресторан. Шибуя. Бар караоке. Билеты стоят. Обалдеть можно. Огромнейший Гринпвейн. 150 корм. И такой запах попкорновский. Что у нас? А вот кино «Смерть на Ниле», там какие цены? Можно посмотреть? А, 22. Это так поздно, да, будет сегодня?
А 410, да, получается? 405, да? А, 390. Спасибо. Да, ну и кинотеатр сходить. 400 рублей. Не смогу. Да ну нафиг. Не понимаю я этих цен совсем. Что-то дороговато. Чересчур. Так, кто что пишет? Люблю море. Привет, Кима. Привет. Люблю море. У вас сегодня минус 11, как в Ташкенте. Да, жара вообще. Я не знаю. Все. Погода. Сейчас мы тут ну, кинотеатры здесь. Ай, посмотри. Решил на цены, конечно. Цены ого-го. 400 рублей за просмотр фильма какого-то. Я не знаю, конечно. Даже проще килограмм колбасы купить. Удовольствие, по-моему, больше будет, чем от просмотра раз. Не понимаю. Люди ходят. Может, людям пойти некуда или денег слишком много, чтобы за 400 рублей ходить. Ну, молодежь в основном. Им, видать, там интересно. Зайти бесплатно можно посидеть. Так, и что вот у нас здесь? Я хотел здесь посмотреть. Снегу у нас, короче, намело побольше. Вчера снег шел целый день. Сегодня тоже немножко падал. И вот сейчас можно походить. Вообще класс, конечно. Сейчас вот такое самое время, что получается, и луж нету, и грязи нету. Смотрите, сколько людей здесь катается на коньках. Видали, да? Вон там будка, прокат коньков, 150 рублей час. Залог там паспорт или телефон, или же там 2000 надо, короче, с собой. Если у вас своих коньков. Довольно большая территория, она такая. Одной зоной ограничится. Ну да, прилично уже людей. Смотрите. Вон у нас снег. Айси, привет. Смотрите, на катке сколько народу. В городе ветрено сегодня, вообще-то ветрено. Пока шел, я на меня снег попадал. Короче, таким образом. Ветерок такой порывистый. Ну, не постоянно, но бывает. Короче, класс. Короче, уже в Якутске весна. Вот такая зона вот построена недавно. Вокруг этого озера можно погулять по ней. Лавочки вот такие вот прикольные, можно посидеть. Это самый центр города. Самый центр города. Смотрите, какие лавки. Я не знаю, там стоять можно. Уже кто-то свои автографы здесь наоставлял. Так, не могут без этого, без автографов. Ну, видали, тут снег зачистили, и такая гора вокруг катка. Вон, с ней можно даже покататься. Ну, может, смотрите, ой. Ну, что-то снег нападал, его не расчистили, вот снег лежит. По идее, должна какая-то машинка пройти, чтобы вот этот снежок убрать лишний. Ну, видать, с машинкой проблемы. А если не хочешь покататься на коньках, это же рядом с ним. Да, я сейчас заходил туда. Смотрел. На кино стоит. Отслюняв, отстегни, положи. Короче, нафиг.
Не пойду я больше в кинотеатр за такие деньги. По мне, 100 рублей это красная цена за посещение кинотеатра. Больше я не готов отдавать. Может, еще и не понравится. Вот смотрите, народ приходят, вон падают, катаются. Молодежь тут гуляет. У нас, ну, такая точка хорошая, центр города. Можно свободно добраться. Ой, как она едет-то, а. Ноги на растопырку. Туда-сюда. Домик такой у нас классный. Черный какой-то. Пошел я. Ладно, сейчас. Вон там переодеваются. Там лавки должны сделать. В плане спустимся еще. Посмотрим, как лед. Нормальный, нет? Да. Кататься на коньках. Ну, сейчас пока что-то желания особо нет кататься. Поэтому надо с кем-то идти, так одному не. Потом, в принципе, я одет-то нормально. Что-то я как-то катался. Ну, интересно, конечно, но уже что-то интерес пропадает. Чем больше в лес, тем больше дров. Как говорится. Вот тут еще вот с этой точки. Вот здесь место самое, смотрите. Кто-то лазит на горы, на эти. Давайте что-нибудь пишите. Вот он, панорамка. Катка 150, прокат коньков, если у вас своих. Ну, лучше, конечно, свои иметь, потому что в этом прокате, я вот, честно говоря, может быть, там одноразовые какие-то эти бахилы выдаются, или как они называются. Но все-таки я тоже не рискну одевать там после кого-то обувь. Я скатался, но не на катке, а вот Эйботур есть такой. У нас стадион, каток там внутри. Там выдавали, ну, нормально, в принципе. Но там, конечно, площадка эта, она зачищена. И вот тут снег видно, а там снега нет, и все ровненько так. Скользко, идеально. А если устроишься кататься на коньках, ну, конечно, так надо сходить на это, я думаю. Ледовый парк, где в Якутске открыли, должны где 202, туда надо сходить, раз тепло уже стало. Вот надо как-то подумать, когда туда сходить. Там должно быть интересно. Там же, кроме этих всяких горок, что у нас есть? Ледовые фигуры обычно делают. Потом делают снежные из снега фигуры. О, смотрите, сколько там народу-то сидит, а? Смотрите, переодеваются. А здесь вот эта зона такая, качели, вот качельки. Вот там бомбасит. Не, я туда близко не подойду нафиг. Не буду подходить. Вот тут сколько, смотрите, людей. А, мы сейчас вон на ту подойдем, и там. А где тут можно подальше от этой музыки? Ходят, гуляют люди. Удобно тут в центре. Так бы побольше бы таких зон было, конечно, чтобы вот можно было сходить, погулять.
Вот тут птичек, как они чирикают. Воробьи это похоже, да? Их тут подкармливают. Они где-то вон там устроили целое это музыкальное. Так, музыка, музыка. Музыка. Без музыки тоска. Так. Вот такой, смотрите, какой есть тут заход. Прямо вот так вот зайти можно. Зайти можно. Ох, солнце, смотрите, какое солнце у нас. Все видали, да? Солнце. Сейчас 5 час у нас в Якутске. 6 часов с Москвой разница. Вот так вот все. Ну, это, видать, первые выходы уже на каток, как бы люди еще не обучены каткам. Многие вспоминают. У нас в Якутске здесь как бы вот так вот до месяц считаете, а потом уже апрель начинает все таять. Все тает. И я одену рукавицы все-таки. Все тает начинает, и потом уже тут не покатаешься. Лужи будут. Вот сейчас вам карасика покажу. Нашего кобейского карасика. Какой. Такой он карасик. Вот. Сначала это фигура, скульптура, или как это, из камня какого-то сделана. Она была вот на том мосте стояла, но его роняли что-то. И потом решили сюда поставить. Ну, можно нос потереть, загадать желание какое-то. Ой, ладненько. Да, тем, кто тут рядом живет, им, конечно, выгодно здесь. То есть рядом здесь у них для детишек вон горка есть такая. Он ее, это самое, залили водой, она обледенела. И... Ох, ё-моё, прям туда. Да, аттракцион еще такой себе. Так, я же хотел руки погреть. Он даже кто-то с клюшкой здесь, смотрите, он хоккеист. Клюшку, шайбу он в него, и можно погонять даже. Блин. Сейчас одену, погреюсь. Погрею пальцы. Потом почитаю комментарии. Таким образом, короче, вот вам показываю, что происходит. Так что выходные, вот эти суббота, воскресенье, приходите. Приходите. Яночками. Вот это раньше можно было кататься дальше, но тут вот эти насыпи сделали из снега, и поэтому горка-то она короткая получается. Вот, по сути дела, мы эту зону зачищенную прошли все. Теперь я куда-то еще хотел сходить. У меня какая-то еще мысль была. Курение запрещено. Смотрите, видно, да? И даже я хотел, желание было туда. Сейчас вспомню по ходу движения. Вспомню. Там я был. Тут Ленин, там каток такой уже сделанный, тоже ледяной каток. Тоже там, может, пункт проката есть. Такими же ценами, 50 рублей в час.
Куда же я хотел пойти? Когда погулял, хотелось поделиться теплым деньком хорошим. Снежок у нас вот выпал свеженький, поэтому чистый снежок вот нападал, вчера падал. Так, а я куда-то сюда хочу, давайте сюда свернем, что ли. Ох, тут как скользко. Вот тут есть тропинка, смотрите, люди ходят туда-сюда. Сидели бы дома, да? А то ходят куда-то. Вон там, кстати, квартира на втором этаже. Продам квартиру. Да, тут квартирки-то стоят по цене, в смысле, нормально. Они тогда стоили нормально, и сейчас тоже еще нормальнее стали стоить. Так, сейчас вот просто интересно, что там с этой заварухой, с этим курсом доллара, что сейчас как опять что, цены вверх, что ли, ломанутся. Все уже. Ну ладно, мы привычны переживать эти проблемы. Все. Главное, чтобы мирно было, конечно. Вот это главное. Так. Сейчас что-то все сразу, и этот ковид, и это, и это, и это. Не хотелось мне, конечно, эту тему. Но что-то как-то сама она вышла. Так, ладненько, переживем. Главное, вот смотрите, мы для Якутска, то, что, по сути дела, мы перезимовали, это уже великое благо. Все нормально у нас, зимовка прошла. Зимовка была теплая, тепло было. Там под 50 градусов один раз только было. А так вот 40 держалось. Потом 30 держалось. А вот сейчас вот уже 20 было. А сейчас уже 11 градусов. Вообще кайф. Кайфусики. Так. Я же хотел за мороженым сходить. Мороженое я хотел купить. Чтобы мороженое купить, мне надо вот в том направлении топать. Давайте потопаем с вами. Что вы протопаем. Переводы. Валютные переводы. Это я читал, что евро вчера, сегодня, вчера 120 в Якутске. Новость. Или 130, а доллар 110. Вообще. Есть деньги, пускай покупают. Девать, видать, некуда. А мы так с рублями проживем. Видите? Сейчас я комменты ваши почитаю, кстати. Так. Это же рядом Синема-центр. Да. Нет. Строишь тем, когда будет... Лаки Мун, красотища, Тима, люблю ваш Якутск, Рикулину. Да, шикарно все это. Как обстоят дела с вирусом? Нормально. Я привитый, поэтому вируса нету. Так, я с ней, организм борется. Вирус в морозе не распространяется, можжевельник не пейте. Ага, спасибо. Николай Бекетов, аплодирую. Так, вот авиакасса, смотрите, здесь это билеты по всем направлениям России, мира, ЖД, авиа включая. То есть уже в принципе надо планировать поездочку. Как-то, если вы за свой счет, то вам надо, естественно,
дешевле брать пораньше. Захотите покупать их непосредственно за месяц там до отпуска летом, там цены уже будут ого-го. А сейчас надо смотреть, выгадывать. Там какие-то существуют субсидированные билеты, но их ограниченное количество, поэтому тоже надо пользоваться. Вот сейчас февраль, апрель, май, да, вот 3 месяца до лета. Поэтому кто планирует, сейчас надо думать, покупать уже, что-то брать. Ну, конечно, есть риск опять. Есть риск у нас с авиацией. С этой. Поэтому брать надо вернуть, а то есть такие невозвратные билеты. Если по какой-то причине твоей тебе ничего не билет не возвращают цену. Хотя он и дешевле заманивают таким образом. Просто так вот планировать за такое время. А тут что такое? А, это какой-то детский сад. Планировать в такое время, короче, такое время сложно. Да. Ну, по крайней мере, думать о чем-то. Вот тут такая лейка есть. Вот смотрите, снег вот валится снег, видите, да? Прямо летит на меня. Вот снег нападал, теперь ведь нормально. Раньше маленькими, ну как маленькими подростками, детьми ходили в это время все время на лыжах кататься. Обязательно. Обязательно. Коньков как-то меньше было распространено. Меньше. И коньки были такие, что на них как туда-сюда. Что-то вообще сложно было. Я помню держаться на коньках. Поэтому на лыжах катались нормально. С горок, с этими, до какой-нибудь горки. С лыжами скатишься, и вообще красотища. Красотища. Вот какие елки. Вот две. Ходили в парк, там катались в парке. Там лыжни были. Сейчас не знаю вообще как. Так, 59, наверное, на эту сторону. Да? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шли. Сейчас вот еще через этот светофор надо пройти. Смотрите, сколько движуха какая конкретная. Пятница, да, сегодня? Но все-таки ветерок дует, слышно? Нет. У меня конкретно ветер такой обдувает и плохо. Так, 3, 2, 1. Пошли. Перейдем. Так, надо что-то придумать со стабилизацией. Так, смотри там. Ну, хотя бы так. Опс. Посюда пойдем. Подальше от дороги. Вот так вот. По прямой. По Курашова в сторону. Это у нас в сторону парка или республиканской больницы. Так вот, если идти прямо туда, вы на больницу выйдете. Католический костел. Христа, Солнца, Правды. Вот территория такая. Здесь. Вот там вот такая будочка маленькая. Там видно с младенцем. Там внутри
стоят статуи. Че вот таким вот образом. Нормально, кстати. Очень хорошо. Выходные, 2 выходных будет. Надо тоже куда-то будет сходить надо будет куда-то. Куда надо подумать. Тут прямо антенна. Это сотовая антенна, видно, да? Прямо вот так вот она стоит на столбе. Стояли. Но у нас, по-моему, еще 5G нету в Якутске. 4G только функционирует. А телефоны уже с 5G продаются. Должна, по идее, быть обалденно. Так 5 успеет, видите, успею. Успеваю. Так, там уже скорости должны быть отменные. Конечно. Ух, так, ладно. Почитать. Может, кто что написал. Так. Ой. Это где? Где это? Генерал 2022. Это улица Курашова. Смотрите. Вот, пожалуйста. Вот там улица Лермонтова. Вот она такая, двухрядочка у нас. Вот Ленина. О, скорая. Тут какое-то заведение. Что за заведение? Вот молодежный центр какой-то вот здесь. Молодежный центр. Религиозный. Какой-то религиозный молодежь. По-моему, тут церковь это католическая, и он к ней принадлежит вот это здание. Угу. Сумка падает. Смотрите, так идете, упали. Поэтому надо осторожненько. Как мне тут перепрыгнуть? Опс. Нормально. Так. Главное, когда прыгаешь, точный расчет, чтобы перепрыгнуть дырку. Правильно говорю. А то если не... А тут что-то ход какой-то странный. Молодежного центра этого. Куда он идет, интересно. Смотрите, какие его тропы показывают. Тут сосули висят. Вот обычные люди так не ходят. Обычные сосули. У кого сосули есть? Смотрите, какая сосуля шикарная. Как вам такая хяма ее? Так, возьму рукавицу. Чтобы она никому на голову не упала, надо ее. Оп, оп, она упала. И это тоже. Смотрите, какая. Вообще, да? Ну, я знаю, там где-то в Питере особенно, да, там они больше, конечно, растут такие вообще. А тут я куда? Тут я никуда не приду. Ладно. Выходим отсюда. Позбивать сосульки. Вот. Позбивали и пошли. Какая забава. Трубы протекают, вот смотрите, там вроде бы упаковано, да, как этой теплоизоляция, все, но трубы текут. И вроде бы эта теплотрасса, она не старая. И тут тоже вот, короче, беда с этим железом, с этими трубами. Они у нас долго почему-то не могут держаться, трубы вот эти. Хоть даже вроде и сделают, но все равно почему-то
начинают протекать со временем. Почему-то начинают протекать. Любимый. Любимый. Как много тут ниток, а? Кто знает. Офигеть. Такой маленький. Здесь кому нитки нужны, вот это по Курашова, здесь вот этот киоск, он нитками торгует для вязания. Ну, любителей вязать я знаю много. Многие вяжут, женщины как бы, да. Поэтому вот здесь спросом их товар пользуется. Остановка. Остановка. А тут что такое? Флаги какие-то, что-то за учреждения, раз флаги присутствуют. Да, герб республики, значит, не важное. А вот это вот, кстати, смотрите, это школа. По-моему, это школа седьмая школа. Ага, 7-я школа. Вот видишь, какая-то что, мешки с мусором, да? Тут можно еще куда-то пойти, кстати. Куда это можно? Опасный сход снега. Давайте погуляем. Так, улица у нас Шевкунова, 68. 68. И тут такая довольно нахоженная дорога, тропа. Куда это мы сейчас выйдем? Интересно. Заборы, въезды какие-то единственные. Кто здесь заезжает? Кто здесь ходит? Ух ты. А здесь что у нас? Смотрите, какие здесь виды. Будка. Это у нас получается туда трубы заходят, и там что-то они. Там, видать, винтель или что. Вот такая вот, смотрите. О. Здесь собак нету, точно. Частного сектора нету, поэтому. Смотрите. О, вон они куда ходят. Вот там же учебное заведение или что. А сейчас туда не пойду, надо как-то отдельно идти. Вон видно, да, крыша. Я вижу, там спортзал у них или что там. И, соответственно, бегают тут много народа. Так, ладно, мы сюда идем. Такими интересными проходим вариантами, которые вам никто не покажет. Потому что ходят с такими известными улицами. А вот так вот, чтобы кто-то пошел и вам показал. Так, тут какие-то места все интересные. Заборы такие. Гаражи. 40/1. Шевкунова, да? Шевкунова. Что-то так плохо у них это видно, а? Или Курашова. О, смотрите, и вот так мы выходим прямо вот на этот дом. Супер дом. Покупайте здесь квартиры и живите, если деньги есть. Интересно, сейчас квартиры подорожали, а? Здесь курсом доллара. А здесь вывеска: продам теплый гараж. И так тут цены были, ого-го. Это жилой комплекс Проспект, по-моему, что ли называется. Вот это вот. Там такое здание, да? И еще одно должны. Но пока там, короче, здесь, если мы пойдем, ну, кто-то флаг России нарисовал. Здесь вот так вот мы выйдем, да? Надеюсь. Такими вот задворками.
выйдем, не выйдем. Перекрыто, что ли? А, перекрыто, ё-моё. Непонятно, что такое. Короче, там тупик оказался. Тупик. Просто тупик. А тут теплые гаражи. Тут как-то нерационально, по-моему, пространство используется. Вот эти теплые гаражи, они бы могли быть какими-нибудь многоуровневыми. Ну там есть своя парковочные места там. У них, как говорится, элитный дом. И там он есть заезд, отдельно парковка. Там, видите, вот это, я так понимаю, там парковочные места. То есть не под землей, как там где-то там строят центральный поезд, а парковочные места вот тут. Вот почтальон пошел. Почтальон пишет. Давно я почтальонов не видел. Так, а где этот магазин-то? А, вот он. Господи. Господи. Адрес какой у него? Видите, как по-дурацки сделано, а? Вот как недавно, да, вывеска сделала Курашова 40. Видно, да? Но нифига не видно. Так, вирус морозяки. Да, Николай, это где? Море, Тиму, поздравляю тебя с прошедшим праздником. 23 февраля. Спасибо большое. Люблю море. Надо попробовать, какая сосулька на вкус. О, она какая-то желтая была. Там не совсем чистая вода. Даже мысли у меня не было ее. Я просто так, как говорится, чтобы было что поснимать, эту сосульку взял. Так. Вот видали, да, какая домина? Ух, и он вот такой треугольник. Треугольником. Короче, проект интересный довольно. А вот здесь у нас мороженое Курашова. Я хочу здесь купить магазин с лосьона с 9 до 8. Посмотрим, как изменились цены. Тут, короче, мороженое в морозку продают. О, 247 уже стал стоить. Вот у нас уже 217. И с этой кружкой с лосьоном. Смеси овощные. Так, а тут у нас наггетсы, пельмени всякие разные. Цены тоже 357 за килограмм, за 800 граммов. Ого, 460 даже есть, 825 грамм. Бузы, вот они, бузы бурятские. Вот такие вот. 331, вареники по 87. И вот тут мороженого полно всякого. Это мороженое? Так. Цены, короче, по 60, 80, даже 100. Мы сразу пачку килограммовую возьмем. Не пачку, а брикетик. Короче, килограмм 217 рублей. Так, надеюсь, на карте у меня деньги есть. Так, а тут что? Пломбир по 60, по 80. Да, что-то цены, да. 39 есть. 34, 35.
посмотреть. Мороженое СССР. Пожалуйста. Сколько оно? Пломбир СССР 76 рублей. Доброе мороженое, вот это вот. А возьмите? Дать? Говорите? Классическая клубника, дайте подвесить. Так вы возьмите? А, взять самим? То обычно раньше. Где оно? Не вижу. А где оно? Да? Оно глубоко. Глубоко. Сейчас расплатимся. А, вот есть клип по 21 стаканчик. Все? Да, все. Все, что вы... Еще пельмени. Какие? Там говядина с свининой. Торопятся продукты возьмут и говорит. Так, копаться надо. Короче, вот такое вот мороженое, кило 217 рублей. Сластеное фирма. Пошли дальше. Якутское эскимо. Холодное эскимо на свете. Потому что его можно заморозить до минус 50 градусов и потом есть. И когда вы едите, у вас зубы замерзают и отваливаются потом. Поэтому многие жители севера болеют зубами. Такая болезнь здесь классическая. Так. Ну что, дошли мы с вами до перекрестка Лермонтова и Курашова. Я уж тут ходил 100 раз. Вам, наверное, не интересно совсем смотреть на это все. Еще прогуляемся. Мне все равно идти. Какая разница? Я могу и постримить, раз меня телефон снимает. Да? Если телефон снимает, почему мне для вас это снимать? Правильно? Вот, значит, больница клиническая, вон там он, большой очень. Ну и вот это вот, там в сторону парка. Сейчас люди стоят, ждут, когда светофор, все сработал светофор. И вот люди пошли вперед. Вот этот вот элитный дом. 2 здесь будет. Вон там еще снесут рядом. Видите, двухэтажные такие какие-то сараюги. Вот их снесут и построят вот такой вот шикарный крёк.
вот это вот дома МЖК, молодежный жилищный комплекс, вот эти вот, там их 3, по-моему, дома, вот этот, еще там один, поближе к парку будет, бегает, детеныша, самки и вперед. Сейчас самки такие, что они с этими, с роликами, он повернул и, соответственно, через дорогу проще переходить с санками. Так, ну а мы с вами шуруем вперед. Зайдем в какую-нибудь подворотню. Там ездят шумно. Так, а здесь что у нас? Здесь Сбербанк был, сейчас нет. Сейчас Сахамит страх. Сахамит страх. Вот. Через дорогу ювелирный завод, смотрите. Тут же мебель на заказ. Вот, пожалуйста, на заказ. Какая-то своя мебель. Можете вон под заказ вам сделают. Там шкаф-купе или что-то там такое. Магазин Тока. Тут когда-то был вертолет. Бар, кафе-бар вертолет. И стоял рядом с ним вертолет. Настоящий вертолет. Его откуда-то притащили и поставили. Он долго стоял. Это забегаловку эту вертолет закрыли, потому что там всякие криминальные были разборки, непонятно было, как многие другие подобные заведения. Их просто закрывают. Потому что инцидентов, которые там бывают. Так. Вот. Ресторан Китагава. И еще какой-то китайский ресторан. О, точно. Или пекинская утка. А мы с вами вот сюда. Вот, смотрите, пакет летает. Пакет. И мы с вами выходим вот в такую вот подворотню. Здесь вот это новое здание. Я вижу, оно протекает. О, там оно течет. Ой, как интересно-то. Смотрите, ручеек прямо вытекает. Там, видать, прорыв трубы. Капитальный. Это все сейчас вот тут вот на эту дорогу вытекает. Все вот оно вот так вот вытекает. Так, а теперь, чтобы... Блин, у меня смотрите-ка, надо заправить его. Дай бог зацепиться где-нибудь. Сейчас, вы видали, да? Там он трубу прорвало где-то. И вот такое вот потопище. Вот это все течет под фундамент, под сваи. Соответственно, оттайка грунта происходит, что может отразиться на фундаменте. Фундамент. Это здание вроде как новое. Построено лет 10 назад или 15. Я знаю, оно какое-то полукругом, вот это здание. И у него часть квартир, они такие не квадратные, не прямоугольные, а с каким-то скошенным углом. И там довольно интересно внутри мебель расставлять. Обычно расставлять все там чики-пики, а тут, короче, я шнурок завяжу. Как мне сделать? Так, заблокировать пользователя. Какая гадость, а? Поперла. Надо попробовать, какая сосулька. Не надо пробовать, она какая-то желтая. Вода, мы открылись. А что это за магазин фруктов? Ничего интересного нет. Так, я куда хотел? Вдоль вот этого дома пройти. Этот дом вроде бы как относительно новый, но он полукругом, и тут квартиры такие, говорю, комнаты такие какие-то трапециидальные, еще какие-то. Там ставишь шкаф ставишь и, короче, остается еще каким-то углом, еще как-то, ну, необычно.
смотрите, тут гаражный у них зона гаражная. Удобно они устроили здесь теплые гаражи. Прямо так взял, вышел и машину из тепла достал. Ну, конечно, за такой гараж тут отопление за зиму. Раньше-то не дешево было, а сейчас сколько стоит там же? Дачный, ой, гаражный кооператив или как? И, соответственно, там оплата за тепло, то там немалые деньги уходят, короче, кто имеет его. Ух ты, а тут смотрите, тут какое-то здание, вот это вот. Это мы с задней стороны сейчас ходим. Ну, смотрите, тут балкончики какие оригинальные. Не знаю, к сожалению, дом какой, но смотрите, какие здесь балконы. Уже сделанные были. Угу. Дом тоже непростой. Тут гаражи внизу. Через подъездом. По подъездам и окна такие большие. Это, наверное, подъездные окна, да? Или же они такие полукругом какие-то. Ну, нестандартные. Да. Ух, а вот тут сколько кондиционеров-то навешано на самом верху. Ё-моё. О, ветерок подул. Так, я куда хотел? Я сюда хотел. Вот здесь вот вам показать. Туда я не пойду. Вот на ту сторону. Я вот сюда пойду. Ну, мы погуляем. Да, здесь площадка. Обычная. Так. Детский сад. Советский Союз. Вариант. Сейчас уже, конечно, строят какие-то. Они вот раньше с этих блоков строили, да, а сейчас строят их всякие разные панельками красивыми закрывают. Там какая-то архитектура необычная. И тут тоже, кстати, смотрите. Детское учреждение. Ну, посмотрите, как два детских. Вообще шикарно. Что-то все занесено. Что-то такой частный сад. Занесено все снегом. Так, тут где-то 29-я школа была, я знаю. Но ее перестроили. Не это, а нас тут случайным образом. Здесь вот трансформаторная будет она. Подальше от нее держаться. Электричество опасно. Так. Вот это вот что? Это похоже на школу. Вот это, наверное, 29-я школа. Я вижу, тут такая большая территория отгорожена. Ага, наверное, вот она. У нее получается это спортивная площадка. Спортивная площадка здесь. Так, и как мы с вами пойдем? Как мы с вами пойдем? О, а там котельная, смотрите, котельная стоит с трубами. Раньше когда-то в городе и черный снег, но это было давно. Это было, наверное, еще в 60-х годах, 70-х годах. Углем топили. Кочегарки были такие угольные. А потом перешли на ТЭЦ, теплоцентраль, который полностью город как бы. Локальные есть котельные. Они на газу. Они на газу у нас, да, газовые все. На жидком топливе, по-моему, нет, не знаю, по-моему, нет. И некоторые дома сейчас, они, чтобы не платить им за отопление целый год, да, квартплаты, чтобы не было, платите тепло
круглый год, короче, и летом, хотя отопление не работает. Короче, и вот в некоторых домах строят свою котельную газовую, как правило, на газе, да, газовая, которая теплую воду по трубам регулировать можно более точно, когда там убавить, когда прибавить это тепло, в зависимости от погоды на улице. А то у нас как получается? У нас центральным отоплением весной это отопление долго не выключается. На улице тепло, жарко очень в помещении. И приходится окна открывать. Очень нерационально все это, конечно, используются деньги. А когда свой газ, то, конечно, можно экономить. Нет, тут тупик, тут гаражи какие-то. Это, кстати, вот это вот с этой стороны здесь на улице Петра Алексеева дом. Дом Петра Алексеева. Здесь был когда-то продуктовый магазин Сардана. Ну, сейчас его давно нету. Там что-то с той стороны пристрой и, короче говоря, какой-то ремонт там делают. Так, а как мне здесь дорогу пройти? Ладно, здесь выходим. Еще вот здесь вот погуляем. Сюда вот. Сюда, допустим, да? О, смотрите. Вот сюда можно пройти. Здесь тоже все гаражи, холодные, теплые. С отоплением. Хотя вот такой гараж тоже проводят. А вон видно, вот в этот гараж провод. Он отдельно туда идет. Щук. Ого. Это он как его сделал. Основание такое, вот так вот его гоп. А, и он дальше идет, да, получается. И вот этот человек, он его себе в проводок завел туда. Вот у него есть спуск. Здесь, соответственно, электричеством обогревает. У нас площадка. Площадка игровая. Это похоже вот этих домов игровая площадка. Тут я вижу ворота для мини-футбола. Для футбола, да? Мини-футбола. Вот это здание хрущевочки все-таки старенькие уже, старенькие. Ну, так тесновато. Кухонька такая малюсенькая, там, не знаю, там одному-то даже сложно, ага, перемещаться, а? Уж вдвоем, я не знаю. Но все равно сейчас это очень даже такое жилье, оно очень актуально. Так, а это у нас старое здание. Каменное. 75/1 Петра Алексеева. Так, где-то я тут хотел перейти. Вот эти дома все здесь они в ряд. Где тут перейти? Перейти. Так, очень скользко, кстати. Такая накатанная дорога, можно улететь запросто. Машины ездят, накатывают, конечно, все здесь. Так, вот здесь вот переход. В этом месте я знаю. Переход. Так. Уже мне должны место уступить. Ты как понимаешь, да? Так, правильно. Машины меня пропустили. Ух ты, уже смотрите, на велосипедах ездят. Так, почитаем комментарии. Люблю море. Тему летом на велосипеде кататься будем? Конечно. Люблю море, конечно. Как? Это мой самый любимый.
только я не понимаю, как они вот зимой ездят. Тут так вот, какие скользкие дороги, что просто ужас. Так, здесь хозмаркет. Лучше я туда не буду заходить. Нафиг не надо. Вот смотрите, сколько машин. Тут торговый центр, потом этот хозмаркет очень популярный. Ну, ничего не забыл. Мороженое я купил, поэтому, в общем-то, все. Я программу выполнил свою. А мы с вами сейчас вот еще по одной тропе пойдем интересной. Ходили, не ходили мы с вами. Может видел, кто-то может не видел. Мы сейчас идем. Это улица Петра Алексеева. Петра Алексеева. Тут русские блины, пожалуйста. Вот у нас Макдональдса нету, вот есть вот русские блины, бистро с разнообразной начинкой, 60 рублей стоит. Напитки, вот тут музыка играет, слушайте, ё-моё, расписание. Так, тут даже рис, блины, смотрите, телефон у них указан, видно, нет вам. Так, бистро с блинами, нормально, короче. Можно зайти, покушать. Так, ушли, там музыка громыхала, поэтому я ушел. Так, вот это улица Петра Алексеева, смотрите, да? Вот там вот у нас большой такой, большой торговый центр, как он называется? Вавилон, он моргает там, кстати, да? И сейчас мы с вами вот сюда вот свернем. Вот сюда. Тут медучилище, и вот это вот общежитие, такое длинное здание, видите, да? Четырехэтажное, это общежитие, медучилище. То есть здесь студенты обитают, я так понимаю. А мы известными пойдем погуляем. Благо тепло в Якутске. Так, здесь мы уперлись в какой-то лонге-бар. Мохито. Мохито. Когда-то на этом месте была, знаете что скажу, здесь была какая-то водостан. Такое круглое здание, вот его перестроили. Вот этот кабачок. Также здесь японские моторы. Сервис, понимаю, такой. А что за лестница? Это что такое? Эвакуационный выход, что ли? Похоже на то, да. Ну и сейчас вот будем проходить вот тут вот канал. Как он, название его, да? Вот этот. Он сейчас, конечно, замерзший. Здесь вот такая вот теплотрасса вдоль этого канала шурует вся от ТЭЦ. Вот по ней горячая холодная вода идет в трубы. И здесь вот построено, вот недавно построили вот карны. Туда перейти, Туда перейти, как интересно. Поближе поснимать. Так, да какая махина. Так. Надо ручку набить. Руку погреть. Так делаю. Я в одну руку беру телефон, а на другую рукавицу одеваю. И так иду. Так, вот там люди какие-то ходят. Так, интересно было бы сюда сходить все-таки. Давайте, вот тут, по-моему, есть тропа. Тропа. Вот она. И вот в зимнее время, да, конечно, здесь можно просто переходить этот канал, потому что он замерзший, сами понимаете, да? А летом уже сложности возникают. Тропа, и люди по этой тропе ходят прямо по каналу. Так, а как я здесь залезу, а? Вот этот подъем, он довольно крутой. Придется как-то... О, слушайте, пошел.
Нормально пошел. И здесь есть проходик. Ух, вообще супер, конечно. Блин, опять у меня развязался шнуркой, а? Что такое с этими шнурками? Ох, ветер какой, а? О, ничего себе. Офигеть, какой порыв. Вот там еще тоже, видите, такие дома интересные. На крыше какое-то у них там сооружение такое. 3 дома таких вот. Тоже элитные дома. Сейчас я думаю, что все жилье, оно элитное. Обычный человек, он такой средней зарплаты в 30 тысяч рублей. Ему тут, конечно, не по карману. Это ипотека, удовольствие это. Так, тут где-то, вот это, по-моему, да? Там, я знаю, это у нас общежитие медучилище. Где-то быть центр, окулисты. То, что, значит, соответственно, сидят где только. Ну, тут это. Если туда идти, мы выйдем на улицу Свердлова. Или Свердлова. Я даже не знаю, как правильно называть. Может быть, в этом месте. Так, это у нас Свердлова 3/3. Здесь даже есть какие-то заведения. Жилищно-строительная компания, жилстройсервис. Смотрите, они как тут все сделали. Ух ты, а это что такое? Это у них лифт для этих. Теперь должен быть какой-то, смотрите, для инвалидов. Типа он тут потом на этом лифте поднимается. Вот они как сделали. Что-то функционирует, но здесь вопрос в чем. Так, а тут какой-то, я смотрю, заведение. Это уже не жилой дом. Что тут такое у нас? Якутский стоматологический центр. Якутский стоматологический центр. Ничего себе. Ну что, он все здание занимает? Да не может быть. Ну, вот примерно похожие, да? И здесь рядом с друг дружкой. Этажность какая у них? Посчитаем. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 этажей. 16 этажей. Нормально, да? Ну, дома-то сами по себе, они, в общем, такие не сильно как большие, в смысле по ширине и длине, они просто высокие. И смотрим, у них здесь интересно, смотрите, как сделано. Между двумя зданиями такое перекрытие со сваями. Перекрытие. И там какая-то площадка детская. То есть, я так понимаю, можно подняться даже, да? Смотрите, тут какие. Это с этого. Фуй, как он. Крыши-то стелят. Сделано. Что-то дешево. Что так дешево сделали. Как он называется? Он еще разрушается через какое-то время. Можно залезть и посмотреть с высоты. Деревяшки вот эти стоят старые. Так раньше весь тут этот квартал был такими вот деревяшками двухэтажными застроен. Ух ты, тут парковка, смотрите, у них. Опс, прямо заезжают. Ну вот с этими что-то продешевили. Продешевили совсем. И вот здесь зона вот такая вот есть. Для детей машины ездят. И здесь видно огороженное место. Вот это тоже что-то строить будут. Строить каменным таким забором.
какая-то здесь вывеска. Промышленная безопасность. Вот. Да, вот на этом получается у них есть игровая площадка здесь. А здесь получается у них зона баскетбольная. И вот ворота есть. Все равно будет вылетать. А посмотри, под ним этот, как он называется, у них балкон какой гигантский, а? Балкон, и мы можем сюда пройти. Смотрите, снег. Снега, тут решетки. Но вот можем посмотреть через эти решетки. Вот на плохо видно, конечно. Вот мы с вами оттуда пришли, вот оттуда пришли. Ладно, давайте выходим. Плохо видно, какие здесь дом, один и второй дом. И между ними вот это вот на сваях довольно высоко. Такая площадка. Тут, наверное, еще камеры установлены, да? Удобно людям. Ребенка так сюда. Там даже видно что-то. Окошко. Пройдем, так не пройдем. А, здесь закрыто. Ребенка завел, закрыл двери, он здесь будет тусоваться, пока вы не придете туда. Ой, понятно, ладно. Ну, оригинально, да? Я даже и не знал. Ладненько, будем спускаться. С учетом того, что здесь рядом нету... ой, ветер какой. Ветрюга. Сразу начинает задувать, и сразу холодно. Я поэтому вот понимаю жителей, кто живет рядом с какими-то морями, океанами. У них там, если мокрый ветер, это вообще ужас, конечно. Сразу. Вот. Смотрите, какие сваи. Вот там вот получается построена площадка, перекрытие. И тут вот можно проезжать машинам, в общем-то, спокойно. Так, это мы улица Свердлова, получается. Проехали, да? Да? Ой, даже не знаю, слушай, возможно. А вот сейчас посмотрю. А, это, да. 9/1. Да. Подъехал. Вот тут смотрите, какой интересный у них заезд. Вот это. О, как можно ехать. Целая длинная. Ну, она пологая, поэтому такая длинная. Люди, оказывается, санки используют не только для детей возить, но еще для перевозки груза. Тут стоят вот это с осени велосипеды. Так. Опс. Да, спрашивают меня, как будто бы я тут знаю название этих домов. Я сам здесь первый раз. Здесь вот эти какие-то лестницы, подъемы. Туда шуровать. Так, а вот это глазная больница. Все, я вспомнил. Она времен Гадрыки. Глазная больница, поэтому относительно новая. И здесь вот эти жильцы, они своим... И сейчас мы с вами полюбуемся на то, как раньше этот выглядел квартал, где мы сейчас с вами находимся. Вот такие вот домишки были шикарные. О, смотрите, сваи тут навезли-то, ё-моё, каких-то блоков здесь навезли.
Везли с рынка сколько всяких разных плит, панелей. Всех заложили сваями. Вот смотрите, какие сваи у нас. На каких сваях здания стоят. Вот они такие вот. Опс. Да, похоже, здесь никто уже не живет, я так чувствую, потому что, смотрите, здесь вода, лед. Вода, лед. Водолет. Ну точно, да? Оно еще замерзло все. Ну все его получается, оно под снос. Уже здесь место забили сваями. Уже кто-то забил сваи, положил свои. Так. Балкончик. Вот люди здесь жили раньше. Весело, хорошо. Правда, у них услуги были на улице, да, туалет, бегать. И приходилось им вытаскивать помои. Или живут там, а слушайте, еще же огонь светится. Ё-моё. Еще живут здесь. Точно, вот на втором этаже же огонь. Огонь, точно. Я что, плохо разглядел, он видно, да? Вот одно. Первый этаж не живут, видать, их здесь топят, да? А как они туда вообще залазят, а? Вот это получается. И он кабель, я вижу, идет силовой туда внутрь. Ого, так. Да, еще живут. Кто-то еще живет. Здесь туалет. Показать вам, куда они ходят. Оставшиеся жильцы. Ну и здесь какая-то у них помойка, что ли. Вот так вот в минус 50. Быстро, быстро. Да вы там не посидите с телефоном. Быстренько сделали дело и убежали обратно. Так. А, вот где вход у них. Вот это что ли вход? Значит, тут что-то все водой. Боже мой, как сюда? Свердлова, улица Свердлова, дом 7. Они что, сюда проходят, что ли? Ну это нереально. Слушайте, подо мне этот трескается лед. Все жестоко, да? Они что там? Все ужас. Это они там пролазят как-то вот через это окошко. Я вот на корточке сел, сейчас сижу. Представляете, да? У них, видите, здание куда-то вниз ушло. Вообще капец. Вообще трэш, конечно. Нереальный трэш. Да, ну вот так вот она. Его, похоже, все это здание. Что ли, ну. И туда они лезут, я не знаю, ползком или как они лезут туда. Ой, блин, мне бы тут самому не грохнуться, ё-моё. Там огонь горит, что ли? Или что? Светится. Так, как мне пройти? Здесь льдины. И ох, почему затопило вокруг. Вот здесь свайное поле, кстати, смотрите. Глазная больница. Здесь вот строят, видите, площадя какие. Все зачистили. А, тут я не пройду же, смотрите. Придется куда-то туда идти. Точно. Ладненько. Все, идем туда. Я не в ту сторону пошел. Я на территорию строительную зашел. Ладненько. Но, как это ни странно, еще люди живут. Вот сюда мне надо выходить. Сюда вот, потому что там какая-то зона у них строительная. Видите, гараж подписывает, чтобы как бы понятно. Ну, короче, мы в тупик пришли с вами. А я думал там пройти, а у них, оказывается, здесь строительная площадка уже. И
придется, значит, как-то проходить здесь, выходить. Вот так вот не знаешь, в городе даже. Хотя и живешь, можно вообще заблудиться. А вот машина, такси куда-то в район, в деревню какую-то едет. Так вот сверху они ложат вещи. Потому что в районе, как правило, товара мало, да, и там дороже все. И поэтому люди все с города возят. Поэтому у нас вот хорошо развитые торговые всякие магазины. Хорошо люди отовариваются. И еще ценник еще тот. Ого-го. Так, все, в обход надо идти. Это надо вон туда вот шурать. Слушайте, у меня телефон-то замерз 2%. 5 смотрит. 12 лайков. Большое спасибо вам. Ну, самолет какой-то летит. Сейчас телефон. Заранее вас предупреждаю. Так вот сам по себе закончится. Так, почитать комментарии. О,